Еще недавно жители улицы Мислаурова в селении Далаково были всерьез обеспокоены отсутствием безопасного тротуара по дороге к третьей школе. С этим вопросом во время прошлогодней прямой линии с главой республики Махмудом Али Калиматовым обратился Исмаил Манкиев. У нас построен и детский сад, и новая школа на 740 мест. Исходя из этого, попросил оказать содействие по строительству тротуара по улице Мислаурова. Обращение услышали. Махмуд Али Калиматов сразу дал соответствующее поручение. Главой Республики Ингушетия данное обращение депутата было направлено на исполнение в администрацию Назрановского муниципального района. В свою очередь администрации работы по благоустройству данной улицы были завершены в полном объеме в установленный месячный срок. Проблему решили быстро. Тротуар протяженностью 250 метров уложили за счет средств местного бюджета. Безопасность детей по пути в школу – один из главных приоритетов для местных властей. В каждом сельском поселении ведутся работы по благоустройству общественных территорий. Но в основном в наших сельских поселениях это асфальтирование дорог, так как мы не имеем каких-то общественных пространств, вроде парков, скверов. Приоритетно асфальтирование дорог, прокладка тротуаров и уличное освещение. Жители Далакова теперь могут не беспокоиться о безопасности своих детей. Слова благодарности в адрес руководства региона – лучшая оценка проделанной работы. Мы каждый раз переживали за наших детей, в том, что они будут ходить по обочине, потому что здесь движение большое, особенно в утренний промежуток времени. Хочу большое спасибо сказать главе республики за то, что посодействовали, положили нам этот тротуар. Тротуар заканчивается сразу после школы, не охватывая всю протяженность улицы. Причину объясняет глава администрации села. В сегодняшний день планы благоустроить улицу Кусиева. Там протяженность более километра. И поэтому дальше продолжение тротуара стало невозможным. Поэтому мы оставили это на следующий год. И будем достраивать вот этот тротуар до нужных целей. Хадиджа Ивлоева, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.